Проснулась и поняла – машину угнали. Ключей от своего транспортного средства не нашла и вызвала полицию. Перед этим, как установили правоохранительные органы, девушка в компании своего бывшего мужа распивала спиртные напитки в квартире одного из домов на улице Глушко. Нафиса Минязова увидела, чем закончилась эта история. Вас ограбили или как? Ключи забрали, да, у вас? Рассказывать, что произошло, потерпевшая не хотела. Она явно была в подавленном состоянии. Свое действие, видимо, оказывал и алкоголь. Как стало известно, молодые люди распивали спиртные напитки в этой квартире. Затем дама уснула, мужчина взял ключи от ее машины и уехал. Только через пару часов девушка, проснувшись, обнаружила пропажу и вызвала полицейских. Объяснить адекватно стражам порядка, что произошло, она смогла далеко не сразу. Только спустя время девушка начала приходить в себя. Тем временем полицейские обнаружили пропавшую машину в соседнем дворе. К слову, если мужчина, как предположила девушка, и садился за руль, то ему явно повезло, что он не попался в руки автоинспекторов. Мужчина и его двое нетрезвых приятелей вернулись пешком. Ни полицейским, ни съемочной группе. Они были совсем не рады. В ход пошли кулаки и нецензурная брань. Слышь, вы так снимаете. Сразу же один из этих молодых людей убежал. За ним пытались угнаться полицейские, но безуспешно. Второго сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать. Его решили доставить в отдел полиции по подозрению в хулиганстве. Судьба третьего же молодого человека сейчас в руках девушки. Если бывшая супруга решит написать на него заявление, то в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело за угон автомобиля. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112.